На северо-востоке нашей губернии есть несколько сел, где живут настоящие язычники. Это чуваши. Большую часть из них крестили еще в XIX веке государевым указом. Но до сих пор существует несколько семей, которые исповедуют свои древние верования и молятся своим богам. В селе Чувашское Урмитьево и сейчас живут 9 языческих семей. И внешне, и образом жизни они ничем не отличаются от своих односельчан, большинство которых исповедуют православие. Вместе со всеми язычники празднуют Новый год, 8 марта и 1 мая. Только есть у них и свои языческие праздники. Словно тысячелетия назад, все торжественные моменты в жизни язычников Чувашей непременно сопровождаются жертвоприношениями, будь то свадьба, похороны или рождение ребенка. Конечно, в жертву сейчас приносятся только домашние животные. Человеческие жертвоприношения давным-давно канули в лету. Первый раз мы попали сюда, в медвежий угол нашей губернии, в 1996 году, 8 лет назад. От ученых-этнографов мы узнали, что в Челновершинском районе живут язычники. Но сведения эти были устаревшими из университетских экспедиций середины 70-х годов. Нам пришлось провести свою мини-экспедицию по двум селам – Старое Афонькино и Чувашское Урмитьево, совершив буквально подворовый обход с расспросами. Селяне реагировали по-разному. Кто усмехался, кто угрюмо замолкал, а кто и просто давал отворот-поворот. Но мы их все-таки нашли – семью настоящих язычников. Старинный род Калашниковых живет в этих местах уже 5-е поколение. Глава рода у язычников – это всегда старшая из женщин, Нина Николаевна, согласилась рассказать нам о своей древней вере. Затем мы приезжали еще и еще. Прошел целый месяц, прежде чем нас пригласили, а затем и разрешили снять настоящий языческий обряд. Один из языческих обычаев – поминовение усопших предков. Такой обряд проводится несколько раз в год. В Чувашском Урмитьево старинный языческий род Калашниковых отмечает День поминовения усопших в полном соответствии с древними канонами. Самому празднику предшествует День крови. За 2 суток до начала сюрте глава рода Калашниковых, Нина Николаевна, вместе с сыном совершает обязательный обряд пролития жертвенной крови, режут барана. Кровь животного собирают в миску, потом она смешивается с маслом и 2 дня томится на печке. Это кушанье подадут к праздничному столу в качестве угощения. Жертвенную кровь добавляют и в обычные щи. На всю съемочную группу ритуал жертвоприношения произвел просто неизгладимое впечатление. Если оператор мужественно снимал вплоть до самого финала, об этом очень просили этнографы, то журналистка почти все время пряталась за воротами и только время от времени подсматривала в щелочку, да и с обедом в тот день как-то не сложилось. Сам праздник Сюрте начинается с изготовления свечей. Их делают вручную из пчелиной вощины, облепляя ею толстую нить. Количество свечей соответствует числу родственников, умерших за последнюю половину столетия. Здесь-то как раз журналистские руки очень пригодились. Родственница главы рода Калашниковых запаздывала, и автору передачи удалось принести пользу в деле изготовления свечей. Отдельно делают еще одну особую свечу, которую ставят на печной выступ. Ее зажигают в честь божества, хранящего домашний очаг. Нам удалось дважды побывать в день праздника Сюрте в гостеприимном семействе Калашниковых в 1996 и 2003 году. Беспристрастная видеокамера зафиксировала полную идентичность всех мельчайших деталей обряда поминовения предков, несмотря на интервал в 7 лет. Язычники из Чувашского Урмитьева строго следуют канонам своей веры, перенеся их нетронутыми уже в 3-е тысячелетие. Действующие лица все те же – Нина Калашникова и ее родичи.
Праздничный обряд заключается в хождении родственников из дома в дом и поминании усопших обильной едой. Немногочисленная родня собирается за столом. В основном это женщины. Мужчины у язычников к выполнению некоторых обрядов не допускаются. Нина Николаевна, как старшая женщина в роду, зажигает по очереди свечи и приделывает к краю глубокой миски, куда во время поминальной трапезы складывают кусочки пищи. Их отделяет от каждого блюда в качестве угощения для умерших предков. Поминают блинами, квасом, ягодным вином. Когда догорает последняя свеча, трапеза считается законченной. Две старшие в роду женщины выходят на задворки дома, где каждый год в одном и том же месте, недоступном для детей, оставляют еду из миски и выливают квас. Пищу обязательно должна съесть собака, знак того, что предки насытились. Кладбище у язычников в этот день посещать не принято. Они считают, что это было бы своего рода неуважение к памяти умерших, ведь в этот день о них вспоминают как о живых. Само кладбище находится на краю села. Здесь нет привычных памятников. Вместо них здесь столбики высотой примерно в половину человеческого роста. Юпа по-чувашски. Их устанавливают только через 1,5 года после похорон. Юпа делают из дуба для мужчин и липы для женщин. Над столбиком приделывают шляпку из дерева, а под ней на юпа вырезают треугольное отверстие, как бы лицо покойного, куда иногда кладут кусочки пищи. Хоронят здесь все реже и реже, хотя за языческую веру уже давно никто не преследует. Старики, исповедующие язычество, уходят из жизни, а молодежь, уважая обычаи, все же старается жить по-современному.